1942 год в Удмуртии начался с постановления о начале строительства железной дороги Ижевск-Балезино, соединяющей Северный Урал с районами Поволжья и юга страны. В Удмуртии 1942 год, как и во всем Советском Союзе, стал одним из переломных. В годы Великой Отечественной войны произошла крупнейшая битва, Сталинградская битва, в которой принимали участие наши земляки-уроженцы Удмуртии. Именно после победы в Сталинградской битве всему миру стало ясно, что скорый конец фашистской Германии неминуем. 18 января за образцовое выполнение заданий правительства Ижевский машиностроительный завод награжден орденом Ленина. В феврале издается указ о мобилизации населения для работы на производстве и в строительстве. Мужчины в возрасте от 16 до 55 лет и женщины от 16 до 45. Введены обязательные сверхурочные работы продолжительностью до 3 часов в день и отменены очередные отпуска. Рабочая молодежь Воткинского машиностроительного завода обратилась ко всем комсомольцам Удмуртии с призывом принять участие в формировании противотанкового артиллерийского подразделения. Подразделение было сформировано и вооружено вооружением собственного производства, то есть противотанковыми пушками, ружьями, и отправлено на фронт под Сталинград. И первые бои наш удмуртский арт-дивизион принял уже в декабре 1942 года под Сталинградом вполне успешно и прошел всю войну. 4 раза за период войны комсомольцы республики пополняли арт-дивизион людьми, вооружением, обмундированием. Знамя удмуртского комсомола бойцы с честью пронесли от Сталинграда до Берлина. Осенью Ижевский машиностроительный завод приступил к освоению производства авиапушек конструкции Нудельмана-Суранова. Начался сбор средств на строительство военной техники, в частности, танковой колонны «Колхозник Удмуртии». Среди первых откликнувшихся на призыв был тракторист Завьяловского района Павел Калабин. Звание Героя Советского Союза присвоено Александру Сабурову. Под его руководством партизанские отряды воевали в брянских лесах, в Полесье, на Житомирщине, наносили удары по железнодорожным коммуникациям, срывали переброску резервов противника. В ноябре 1942 года Александр Сабуров возглавил штаб партизанского движения Житомирской области, а в 1943-м получил очередное воинское звание – генерал-майор. Хотите знать больше? Оставайтесь с проектом про 100 лет Удмуртии.